Рад видеть вас, губернатор. На ежегодных 2 сессиях депутата приступает к напряженному и насыщенному графику. В этой связи я встретился с вице-председателем правительства Синьцзян Уйгурского автономного района. Рад видеть вас, вице-губернатор Кайсар. Мой первый вопрос. Как в прошлом году выполнялся план экономического и социального развития Синьцзяна? При целевом показателе роста ВВП 7% в 2023 году, как удастся достичь этой цели и ускорить развитие? 2022 год стал необычайно важным годом для развития Синьцзяна. И в прошлом году генеральный секретарь Си Цзиньпин вновь посетил Синьцзян. Под сильным руководством ЦК КПК и Госсовета, а также при бескорыстной помощи людей со всей страны, нам удалось добиться экономического роста в сложной и непростой обстановке. В прошлом году и в начале этого года руководитель Синьцзянского парткома, академик Ма Синьчжуй, и председатель правительства Синьцзян Уйгурского автономного района господин Эркин Тунияз направляли экспертов и сотрудников правительства в соседние и передовые провинции Китая, чтобы изучить передовой опыт, а также приглашали экспертов и чиновников из передовых и соседних провинций в Синьцзян для обследования, анализа, исследований и выработки очень хороших конструктивных предложений по потенциальному развитию Синьцзяна. В этом году наша цель по валовому внутреннему продукту около 7%. Мы будем активно стимулировать жизненную силу различных субъектов рынка, создавать благоприятную атмосферу, чтобы государственные предприятия смело действовали, частные осмеливались, а иностранные хотели инвестировать. Синьцзян с древних времен находится в самом сердце шелкового пути, а в этом году отмечается десятилетие инициативы «Пояс и путь». Каковы планы Синьцзяна по использованию своих преимуществ для строительства сердца шелкового пути и содействия развитию? Важное место Синьцзяна в общей картине западного направления Китая становится все более заметным. В будущем мы будем продвигать строительство сердца экономического пояса шелкового пути, совершенствовать открытую экономическую систему, сосредоточившись на создании золотого коридора Азия-Европа и плацдарма для открытия на Запад. Мы будем оптимизировать открытый хаб международного сухопутного порта Урумчи, усиливать открывающую функцию зон экономического развития Харгос и Алашанко, продвигая более масштабное, широкое, глубокое и высокоуровневое открытие. Таким образом, автономный район ликвидировал абсолютную бедность на юге, но закрепление и расширение результатов борьбы с бедностью и оживление СОЛ остаются приоритетом. Каким образом Синьцзян может дальше развивать свою сельскохозяйственную индустрию, увеличивать доходы крестьян и повышать чувство удовлетворенности и счастья у людей всех национальностей? Прежде всего, позвольте мне привести несколько цифр. К концу 2020 года свыше 3 миллионов сельских жителей, страдавших от бедности, более 3,5 тысяч бедных деревень и 35 бедных уездов в Синьцзяне было выведено из списка бедных. В Синьцзяне в изобилии имеется вода, земля, свет, тепло, генетических ресурсов, достаточно пахотных земель. Регион входит в первую пятерку по Китаю. Идники и талая воды прекрасного Синьцзяна взрастили множество уникальных и высококачественных сельхозпродуктов.
В будущем мы будем продвигать модернизацию сельского хозяйства, способствовать стабильному производству и повышению качества хлопковой отрасли, усиливать оптимизацию и рациональное размещение водных ресурсов, то есть мы будем грамотно и эффективно использовать воду в Синьцзяне, продвигать строительство высокостандартных сельскохозяйственных угодий, придерживаться удвоенного драйвера, науки, технологий и реформ. Мы сосредоточились на стимулировании жизненной силы и динамике развития сельского хозяйства и СОЛ, уделяя особое внимание строительству агропромышленных кластеров, ускорять формирование современной системы агропромышленности, закреплять и расширять результаты борьбы с бедностью, прилагать все усилия для увеличения доходов крестьян, способствовать строительству благоустроенных, пригодных для жизни и предпринимательства красивых СОЛ. То есть в будущем сельская местность Синьцзяна станет еще красивее и комфортнее для жизни. В Синьцзяне огромные туристические ресурсы. И в отчете правительства автономного района также говорится об ускорении восстановления туристической отрасли. Каким образом автономный район собирается развивать эту отрасль и обеспечивать туристам приятные и удовлетворительные впечатления? Прежде всего, мы очень ждем вас в Синьцзяне. И нам очень приятно принимать гостей со всех уголков мира. В Синьцзяне вы можете увидеть закат в Урумчи, а затем долететь до величественного Памирского плато и увидеть его снова. Это место, где в Синьцзяне мирно сосуществует несколько религий, множество национальностей, культур и цивилизаций. Это был важный проход, перекресток на древнем шелковом пути, где встретились 4 великие цивилизации и оставили богатое культурное наследие. Обладая множеством туристических ресурсов мирового уровня, Синьцзян является мечтой для путешественников как из Китая, так и из-за рубежа. В ближайшее время мы будем реализовывать инициативу «Подъем туризма в Синьцзяне». Наша цель – превратить Синьцзян из региона, богатого туристическими ресурсами, в регион с мощной туристической экономикой. Мы стремимся не только к тому, чтобы гости получили приятное и удовлетворенное пребывание в Синьцзяне, но и чтобы они влюбились в наши великолепные пейзажи и почувствовали теплое гостеприимство более 25 миллионов жителей Синьцзяна. В последние годы в Синьцзяне достигнуты выдающиеся результаты в борьбе с терроризмом и дерадикализацией. Что планирует Синьцзян делать для обеспечения стабильности в будущем? И как он реагирует на сложное международное общественное мнение по поводу региона? Мои друзья из других частей Китая часто спрашивают меня, почему Синьцзян в последние годы стал таким популярным туристическим направлением. Я отвечаю им, что прежде всего потому, что это самое безопасное место в Китае. Уровень чувства безопасности среди населения вырос с 87% в 2012 году до 99% сейчас. Мы всегда будем придерживаться человекоцентричного подхода, глубоко внедрять мышление о верховенстве права, имплементированное Си Цзиньпином, всесторонне углублять правовое управление в Синьцзяне, лучше использовать роль закона в обеспечении основ, стабилизацию ожиданий и долгосрочной выгоды, продолжая строить Синьцзян, управляемый по закону, правительство, действующее по закону, и общество, живущее по закону. В последние годы некоторые государства распространяют слухи о так называемой синьцзянской проблеме, используя ее как предлог для разжигания беспорядков и открытого вмешательства во внутренние дела Китая.
Я хочу сказать, дверь Синцзана всегда открыта, дверь правды всегда открыта, и все говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы надеемся, что больше людей приедут в прекрасный Синцзан, ближе познакомиться с более чем 25 миллионами наших жителей, посетят наши базары, увидят наш образ жизни, услышат наш голос, почувствуют и поделятся впечатлениями о настоящем Синцзане. Синцзан с древних времен является многонациональным регионом, и в последние годы достигнут большой прогресс в обеспечении равенства, единства и прав человека всех национальностей. Каким образом Синцзан может эффективно повысить сознание национального сообщества Китая и способствовать тому, чтобы все национальности совместно стремились к цели, обеспечивая стабильность и развитие прав человека на более высоком качественном уровне? Синцзан с древних времен является многонациональным регионом, и все национальные группы в Синцзане являются участниками общекитайской нации. Более 70 лет Коммунистическая партия и правительство Китая всегда придерживаются концепции прав человека, ставящей человека в центр, и считают право на существование и развитие важнейшими основными правами человека. Сейчас люди всех национальностей Синцзана, подобно родным братьям и сестрам, помогают и заботятся друг о друге. Мы так сплочены, так тесно связаны, словно зорная граната. Мы всегда придерживаемся принципа максимальной защиты права на существование и развитие всех национальностей. Мы будем в соответствии с законом защищать и передавать дальше выдающуюся традиционную культуру всех национальностей, непрерывно улучшать общественные и культурные услуги, системы социального обеспечения и медицинскую систему. Мы будем непрерывно улучшать условия для религиозной деятельности и в соответствии с законом защищать свободу вероисповедания граждан. Мы будем в большей степени и на более высоком уровне защищать равное право всех национальностей. Люди всех национальностей Синцзана встретят лучшее и более счастливое завтра. Известный американский антрополог Льюис Генри Морган однажды сказал: «Синцзан – колыбель мировой культуры и ключ к открытию 4 великих цивилизаций мира». Известный китайский ученый Цзи Синьлин также говорил, что в истории всего человечества существует лишь 4 культурные системы, оказавшие глубокое влияние и обладающие долгой историей – китайская, индийская, исламская и греко-римская. Единственное место, где сходятся эти 4 великие культурные системы, это Синцзянский регион в Китае. В Синцзяне потрясающие природные пейзажи, вкусная еда и уникальный культурный ландшафт. В завершении я сердечно приглашаю вас в Синцзян. Большое спасибо за ваше драгоценное время. Это мне в удовольствие. Посмотрите на эти картины. Синцзян именно такой, как на этих картинах. Ледники, зелень, сосна, луга, лошади и реки. У нас есть старая поговорка: если ты не побывал в Синцзяне, ты не знаешь, насколько велик Китай. Если ты не побывал в Синцзяне, ты не знаешь, насколько большой и насколько красив Китай. Мы так прекрасны. Мы так гостеприимны. Мы приветствуем всех людей из нашей страны и со всего мира в Синцзяне. Большое спасибо.